Всем привет, с вами Александр Бабков. И сегодня у нас на обзоре легенда советского автопрома, ребята. Легенда. Москвич 2140. АЗЛК 2140, лучше так сказать. Посмотрите на вот это замечательное творение советского автопрома и энтузиастами из нашего города. Довели машину до ума. Машина 80-го года выпуска, ей 36 лет. 36, ребята. Многим из вас столько лет нет, сколько этому москвичу. Пойдемте поближе посмотрим на него. Цвет цитрон, стиль ресто. Это вот как раньше были жуки, там такие маленькие машинки, заниженная подвеска, яркие цвета. Это все было в этом стиле, и этот москвич следует этому стилю. Как вы можете заметить сразу сдалека, что у него с крышей, вы спросите у меня. А крыша у него стоит от Renault Twingo. Это даже не крыша, это панорамный люк, вроде как называется так. От старого Renault Twingo, она потом продемонстрирую, она открывается, все функционирует. Машина в нашем городе заняла 2-е место по стайлингу на тюнинг-шоу. Пойдемте посмотрим. Итак, москвич всегда не славился подгонкой кузовных панелей, это понятно, в те годы никто не славился этим. Разные зазоры дверей там и так далее, небольшие. Но важен стиль, посмотрите вот на это. Какая посадка, флиппера, все как надо, хромированные колпаки, прям все по фэншую, ребят. Даже вот это маленькое зеркальце, и то выглядит, вот прямо все есть тут. Окантовка лобового стекла, заднего, все в хроме, все блестит, все в хроме, все четко. Вообще, конечно, уже модель, когда вышла на конвейер, она уже не была такой, знаете, как 412 москвич, когда вышел, не такая была, не с таким запалом, когда вышел, потому что уже вышла, соответственно, копейка, уже москвича не так покупали, это всем понятно. Славился он, москвич, вот этим вот, что находится вот здесь. Это УЗАМ 412. Все советские там автоспортсмены какие-то мечтали о таком моторе, понимаете? Его можно мелкими доработками довести до 100 лошадиных сил без проблем. Чуть расточить постель, не постель, а плоскость ГБЦ и так далее. Вы получите уже почти 100. Встречное расположение клапанов. Как видите, двигатель немножко наклонен. Это москвич был легендой ралли, вот, особенно советского, да и вообще он побеждал даже некоторых ралли. Этим москвичи брали то, что они такие спортивные, мотор очень верховой, его надо крутить, не так, как жигулевский. Отлично, прямо, вот по надежности он намного был лучше жигулей, вот честно сказать так, я думаю. Это, я думаю, мои слова будут правдой. Кто знает, тот, наверное, поймет меня. Давайте закроем. Вообще о москвиче можно говорить вечно, я думаю. О москвиче можно говорить вечно, ребят, реально. Потому что это легенда. Пойдемте в салон. В салоне мы видим родной красный салон москвича. Посадка здесь, эргономика вообще намного лучше, чем в Жигулях. Коробка с кулисой, не как в Жигулях прямая, не надо тянуться никуда, ничего. Передачи четкие. Все очень удобно. На американский лад такой, знаете, машина. Вот реально москвич был как на американский лад. Еще есть американская примочка в этом автомобиле. Чуть не забыл. Это вот этот бак. Смотрите. Он открывается вот так. Мустанги старых годов вы тоже такое увидите. То есть это говорит его, знаете, в каких-то американских корнях. Вообще это Opel Kadett был прародителем москвича. А вообще старых там, еще когда был Ким, это был Ford. Так что Ford это Америка все-таки. А потом уже более европейская, ну и что-то оставили свое. Все-таки это реально российская разработка. Вообще машина напоминает мне детство, вот реально. Я окунулся в детство, это как машина времени. Вот я вот был маленький, сидел вот здесь, вот так садился, вот так вот здесь сидел. И был такой довольный и счастливый ребенок, что прям, я не знаю, мне это казалось очень крутой машиной. Потом никто их не ценил. Кто вот в 90-х годах уже думает, что за дичь москвич? Кто их покупает? Особенно у нас на Дальнем Востоке у нас уже были первые иномарки. Думали, что за на раздолбахе ты ездишь? А сейчас
посмотрите, сколько ценителей этих автомобилей. Вот все проезжают, смотрят на него и удивляются, какая клевая тачка. Вот реально. А я раньше вот так сидел маленький, сейчас я просто оброс. Вот не было у меня бороды, я, может быть, окунулся бы в детство реально. Ничего не поменялось. Даже москвич не поменялся. А во мне только борода. Вот так это делается. Вот так вот. Эта машина вот как с обложки журнала прямо. Вот я вижу в какой-то обложке журнала. Можно поехать куда-то по пустынной дороге, знаете, как в каком-то клипе, музыкальном клипе, который едешь такой, знаешь, по пустынной дороге, включаешь музыку и так едешь в развалочку, ветер обдувает твои волосы. Очень приятно. Вот реально атмосфера Америки почему-то. Вот стиль такой более какой-то, есть что-то американское, что-то европейское. И вот вся машина пахнет этим вот, каким-то таким вот, атмосфера такая здесь. Здесь все на приборке по-английски. Fuel, amps, там, oil, температура. Все по-английски, нету российских слов. Москвич очень хорошо продавался на экспорт. Реально, одна из лучших машин, которая продавалась на экспорт. Этим они брали. Реально. Я думаю, надо проехаться и попробовать ощутить эту атмосферу на себе. Тогда. Сейчас он, конечно, изменился. Можно вот ехать вот так вот. Откидываешься, едешь, как на тебя все смотрят, ты чувствуешь себя за рулем какого-то американского маскл-кара, да? Извините за такой шум, просто глушитель реально потерялся с таким стилем. Очень приятно сидеть. Вот я прям проникся той атмосферой тех годов. Сидел. Правда, знаете, что неудобно здесь? Это вот это зеркало. Его оно одно, там нет, здесь оно есть, оно такое маленькое, такое, не знаю, в нем никакой обзорности, а обзорности нету, речи. Но коробка, оп, и двигатель прекрасно работает, все прекрасно. Очень замечательный автомобиль. О нем можно говорить реально вечно, потому что это москвич, это легенда и все такое. Это не влезет в наш обзор, что вы там не хаяли меня, что я мало что сказал о нем и так далее. Но эта машина реально легенда, о которой можно говорить и говорить. Руль легкий, не такой, как в Жигулях. Задняя, кстати, получается как пятая здесь. Не будем об этом забывать, не как в Жигулях. А эргономика вообще прекрасна здесь. По сравнению с Жигулями здесь очень удобно. Руль вообще вот можно почти пальцем крутить одним. Реально по сравнению с Жигулями намного удобнее. Вообще вот по простору, по эргономике, как я сижу, намного удобнее был Жигули. Просто Жигули их задавили тем, что у них они более были современные, уже как итальянский там Фиат, да? Салон другой, все такое. У них было сама картинка красивая, обертка, ну, двигатель там и так далее. Да, возможно, в чем-то они были лучше, но сейчас не надо это сравнивать. Сейчас надо сравнивать то, в каком машина сейчас состоянии, в каком она виде. И это самое главное, ощущение. Вот ты сидишь и чувствуешь себя здесь ребенком. Вот серьезно. Вот как будто сел в первый раз за руль машины. Это очень на заниженном москвиче ездить, это просто очень необычно. А плавность хода какая? Даже заниженная подвеска очень-очень плавная. Рессоры все-таки решают. Сейчас вот по сравнению с нынешними машинами его можно реально сравнить, блин, я не знаю, с каким-нибудь Мерседесом С-класса, потому что вообще комфортно, мы не чувствуем ни стыков, ничего этого.
А вот это вот небо над головой, которое вот мы видим здесь, это вообще прямо бомба, бомбезно. Я вот прямо, не знаю, у меня нет просто слов, одни эмоции от этого, от одного только вида, ощущений и так далее. Дождик пошел, но нам не страшен дождь. Это все не так важно. Мотор надо покрутить, он прямо хочет, чтобы вы крутили. Но не надо этого, не нужно даже этого сейчас. Тогда, может быть, это нужно было, сейчас это не нужно. Я думаю, нужно подвести итоги и попрощаться с вами на красивой нотке. Сейчас мы развернемся, подведем итог. Не переключайтесь, ребят. Итак, что скажем в итоге, ребят? Эта машина реально легенда. Не важно, что было у нее, какая судьба была уготована тогда. Главное, в каком состоянии конкретно этот автомобиль сейчас. Так что призываю всех водителей, владельцев москвичей, не портите машину. Делайте ее вот такой, как она здесь. Это реально, вы получите уйму положительных эмоций, уйму взглядов, уйму уважения на дороге. Вот реально. Едешь, просто можешь ехать медленно. Тебе никто не будет сигналить, никто тебя не будет торопить. Это реально клево. О нем можно говорить реально вечно. Это машина времени, как я уже и говорил. О нем можно говорить вечно, не влезть во весь обзор, там можно говорить часами о нем. Просто сделали кратенький обзор на такой интересный автомобиль. Так что подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь также на группу ребят, которые вот довели вот такой москвич до ума. Обязательно скинем ссылочки в описании, будут на их канал в YouTube и группа ВКонтакте. Ставьте лайки под этим видео, на вот эту машину ставьте лайки. И все, ребят, всем пока.